Все регионы страны поддержали закон о внесении изменений в Конституцию. Необходимый минимум 57 субъектов был достигнут накануне. В целом, законодательное собрание всех 85 регионов России приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституцию. Об этом свидетельствует данное голосование органов законодательной власти регионов России. Одобрили поправки в Конституцию и депутаты якутского парламента. О главных изменениях в основном законе страны расскажет моя коллега Юлия Великодная. Коллеги, приветствую! Расскажу про «было» и «стало», а также о новых добавленных пунктах. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации гласит о так называемом обнулении президентских сроков. Согласно тексту, из ограничения по срокам исключается лицо, занимавшее или занимающее должность президента Российской Федерации на момент вступления поправки в силу, вне зависимости от того, сколько сроков этот человек занимал свою должность к этому моменту. В документе останется ограничение занимать должность президента 2 срока. Из статьи исчезло слово «подряд». А поправка, которая касается их изъятия, относится к конкретной ситуации и является переходной мерой. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по градостроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников. Также предлагается закрепить требования о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве. Причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом. Также предлагается ввести неприкосновенность для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. В то же время бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции, для отрешения действующего главы государства от должности. Кроме того, после исполнения своих полномочий президент России может стать сенатором пожизненно. МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Кроме того, в Российской Федерации предлагается формировать систему пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживать ее эффективное функционирование, а также индексировать пенсии не реже 1 раза в год в порядке, установленным федеральным законом. Также в соответствии с федеральным законом хотят закрепить гарантированное обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан и индексацию социальных пособий и иных выплат. Новым стал пункт, который упоминает Бога в Конституции. Цитирую: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Вместе с этим в Конституции появились обещания воспитывать в детях патриотизм и уважение к старшим, обозначение брака как союза между мужчиной и женщиной, а также выражение традиционные семейные ценности, за которые будет отвечать правительство. Несмотря на то, что в документе сказано, что русский язык является государственным на всей территории страны, предлагается закрепить измененную формулировку. А именно добавить, что русский язык выступает как государствообразующий народ, входящий в многонациональный союз равноправных народов России. И в завершение отмечу, что в соответствии с поправками местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть не только столица нашей Родины Москва, но и другой город, определенный федеральным конституционным законом. Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию состоится 22 апреля. Согласно законопроекту, этот день будет объявлен выходным по всей стране.